Новый год прошел, и праздники тоже подходят к концу. От них остаются не только подарки и приятные воспоминания, но и тонны мусора. Новогодние елки, упаковки от подарков. Давайте разберемся, что со всем этим делать, чтобы не навредить экологии. Мы находимся в экобюро поселка Нагаево. Все, что вы видите сейчас, не мусор, а вторсырье. Слышали про такое? Если да, то молодцы. Если нет, то берите пример с Тагира. Сортировкой отходов я начал заниматься примерно в этом году, с началом этого года, потому что я видел очень интересный сюжет в интернете о сортировке мусора, насколько это полезно и интересно. И вот решил пробовать свои силы и начал заниматься сортировкой прямо с Нового года, с января месяца. В сортировке вторсырья Тагир еще новичок, но уже отлично справляется с задачей. Если вдруг вы не знаете, что и как сортировать, на помощь придет консультант экобюро Карина. Вот это куда мы отправляем? У каждого пластика есть своя маркировка, и надо смотреть на обозначение. А если маркировки нет, что с этим делать? Надо посмотреть на вид пластика, согнуть его, посмотреть, какой он по фактуре, глянцевый либо матовый. Мусор бывает двух видов. Первый – это биоотходы. К ним относятся пищевые остатки, листва, древесина. Их в экобюро привозить не надо, хотя елочку здесь сдать можно. Второй вид – это техногенные отходы. Сюда мы относим мусор, а точнее вторсырье, состоящее из бумаги, пластика, металла, текстиля и стекла. Все эти категории раскладываются по мешкам и отправляются на переработку. Вот так, например, прессуют бумагу и картон. Обратите внимание, что в этой стопке нет книг, им нашли другое применение. Просто посмотрите, как здесь много книг. На самом деле человек может просто прийти, взять себе какую-то книгу и сделать пожертвование в приют для бездомных собак. Экобюро Нагаево существует с 2018 года. Сюда привозят вторсырье все неравнодушные люди нашей столицы. До сдачи отходов важно весь пластик промыть и высушить, потому что, попав сюда, ему сразу дарят вторую жизнь. Это наш чудо-аппарат. Он превращает абсолютно все виды пластика в дробленку. То есть это сырье, вернее подготовка для сырья. Вот. Из него делаются полимерно-песчаные изделия, скамейки. В общем, все, что можно сделать при помощи песка и пластика. Кстати, вот та самая скамейка, о которой говорит Сергей. Представляете, ваша упаковка от йогурта может стать скамейкой. Фантастика? А нет, разумное поведение человека. Смотри, Аня, если видишь вот такую коробочку по поводу пластика, вот так вот ее сгинаешь, мы видим белые либо синие полоски, тогда это означает, что это материал ПВХ, и мы выбрасываем его вон в тот пакет. Все. Есть полоски, вижу полоски. Расскажи, какая елка у тебя стоит дома? У меня дома стоит пластиковая елка, которая уже 20 лет. Мы ее не меняем, потому что если вы покупаете пластиковые елки, обязательно она надолго, мы не меняем ее каждый год. Но вообще я считаю, что лучше купить семена и выращивать свою елку. А когда она подрастет, мы высаживаем ее в лес. Тем самым елки помогают от глобального потепления. Поэтому это очень полезно для окружающей среды. Ну и в конце сюжета пару лайфхаков от меня. Для того, чтобы сортировать мусор было проще, перестаньте его покупать. Молоко можно взять на разлив в стеклянную банку. Не упаковывайте подарки и цветы в специальную бумагу и фольгу. Для фруктов и овощей используйте многоразовые сетки, а при походе в магазин берите с собой свою авоську. Смотри, мы все заказываем роллы, суши. Я вижу, что это маркировка номер 6. Что мы с этим делаем? Вообще-то это спильный полистирол, и ложим мы его сюда. Все, класс. Старайтесь избегать заказа еды на дом, но если у вас дома все-таки есть под рукой вторсырье, то дайте ему вторую жизнь. Сдайте его на переработку. Хоть точной статистики нигде и нет, всем понятно, что именно в период новогодних праздников количество мусора увеличивается. Поэтому именно в это время необходимо уделить переработке особое внимание. Аня Шушакова, Руслан Бикбаев, специально для Горы новостей.